Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Округ ТВ и средства массовой информации «Точка взаимодействия». Главный редактор Олег Желнин. Я поздравляю всех мужчин, сильный наш пол, с праздником 23 февраля. И мы ведем прямую трансляцию с парка, исторического парка Якутска «Моя история». Перед вами Дмитрий Иванович Соловьев, директор этого парка. Дмитрий Иванович, что сегодня происходит? И было ли это раньше? Ну, в прошлом году мы проводили тоже праздничный день, День защитника Отечества, большое мероприятие, которое было еще приурочено к славной юбилейной дате, столетию со дня основания, Красной Армии. И мы провели очень интересное мероприятие. Здесь были и торжественные моменты, и присутствовали наши военные, наше подрастающее поколение, наши ветераны, в том числе участник войны присутствовал. И мы в этот день смогли приобщить наших детей, нашу молодежь к этому празднику, к его истории. Мы разработали тематические фильмы, показали художественные фильмы о наших доблестных подвигах наших воинов. И вообще, это одна из наших важных миссий нашего исторического парка, для тех, в основе которых лежит именно патриотическая составляющая, та, которая говорит об истории нашего Отечества, о его ратных подвигах, о героизме наших воинов, защищавших наше Отечество, но не только в эти 100 с лишним лет. Это мы сегодня понимаем и трактуем это гораздо шире в историческом плане. Это и подвиг Александра Суворова, ратные дела Михаила Кутузова и других наших выдающихся полководцев. Мы отмечаем практически все даты нашей военной истории вообще в течение года. И недавно, в День народного единства, допустим, мы вспоминали и Кузьму Минина, и Дмитрия Пожарского, которые защищали Москву, руководили вторым ополчением, которое освободило нашу страну от польско-литовских захватчиков. И сегодня у нас в День защитника Отечества мы проводим целый фестиваль мероприятий. Здесь у нас и выставки вооружения, выставка музея МВД здесь находится. Здесь у нас будет мастер-класс и показательные выступления разных структур, с которыми мы сотрудничаем. Это и кадетская школа. Здесь есть, у нас сейчас ведется мастер-класс по сборке, разборке оружия, по оказанию первой медицинской помощи. У нас есть тематические экскурсии об истории вооруженных сил. Будут показываться 3 художественных фильма. Действует 4 целых выставки, в том числе фотовыставка, в которой буквально сегодня мы ее открыли. Вообще нужно трактовать этот праздник, я считаю, намного шире. Это праздник, который, во-первых, напоминает нам о подвиге защитника Отечества в разные времена. То есть это те люди, которые своим ратным подвигом защищали свое Отечество, защищали свои семьи, свою родину. И, конечно же, мы, когда говорим о нашей родине, это не только это определенная территория. Мы говорим о культуре, мы говорим о традиции, это мы говорим о нашем обществе. Мы защищаем нашу культуру, наше общество, тот уклад жизни, который присущ нам. Да? Поэтому мы, конечно, должны с особым, теплотой и отношением относиться к таким людям, которые сегодня несут этот священный долг по защите своего Отечества. И каждый из нас, мужчин, конечно, должен понимать, что мы должны быть всегда начеку, всегда быть готовы защитить свою родину. К этому мы сегодня, приурочили и посвятили наше мероприятие. Я смотрю, здесь выставки, немного фоторабот, и не одна здесь, да, и мне сказали, все, что здесь сделано, это сделано на добровольной основе. Я смотрю, идет мастер-класс сзади, ребятишки учатся
спасать людей. А вот о фотографах немного расскажите. Там, я знаю, что еще дальневосточная выставка идет, да? Да, у нас сегодня проходит 4 выставки, но одна из выставок, куда ушли мамонты, палеонтологическая, которая была оформлена совместно с Академией наук и Русским географическим обществом, она у нас уже находится здесь несколько месяцев, то есть она уже как бы жителям знакома, а вот 3 последующие, это значит, выставка «Дальневосточное наследие». Это выставка по итогам, где выставлены лучшие конкурсные работы по Дальневосточному федеральному округу исторических каких-то культурных объектов, которые сфотографированы любителями, профессионалами. Цель этой выставки – показать то культурное наше наследие, которое нуждается в охране. Чтобы люди прониклись, вот смотря вот эти вот фотоработы, прониклись тем, что вот вокруг нас находятся такие здания, сооружения, которые, значит, которым 100 более лет, которые очень нуждаются в нашей заботе. Да? И вот эта выставка, собственно, этому посвящена. И в Якутии, естественно, у нас таких объектов очень много, и мы как раз думаем о том, чтобы как-то, может быть, на волонтерских, добровольческих основаниях тоже помочь вот в этой работе, потому что их сотни, вот, и средств у государства не хватает. То есть каждый из нас должен нести свою лепту вот в охрану этого историко-культурного наследия. Что касается выставки фоторабот, это выставка, значит, персональная авторская выставка фоторабот известного фотографа Андросова Иннокентия Михайловича, который является членом Русского географического общества. Вот. Здесь практически весь его жизненный путь, он по роду своей деятельности и чисто по душе своей, да, вот, любит нашу родную природу. И вот через свое фотоискусство вот, за многие годы вот, его работы, вот, самые лучшие работы, конечно, их тысячи. Вот, он выпустил несколько фотоальбомов уже. И вот буквально один фотоальбом вышел буквально недавно. Вот эти работы здесь представлены. И это тоже говорит нам о том, какое у нас красивое Отечество. Потому что это все взаимосвязано. Мы должны любить свою Родину. А любовь к своей Родине может проявляться через любовь к своим близким, родным, любовь к природе, понимаете, вот, к культуре своего народа. Она проявляется вот в различной творческой активности. И вот сегодня эти виды творческой активности, в том числе вот через фото художественной работы вот одного из таких авторов. Это, кстати, первая фотовыставка персональная, которая проходит в нашем историческом парке. Огромное спасибо. Мы сейчас постараемся туда подойти и узнать, у детей нравится им и что там происходит. Можно камеру подвести поближе, чтобы показать, что там происходит. А что похоже на ожог? Вот у нас Подойди. Сейчас мы посмотрим, там что-то интересное происходит на манекене. А не подскажете, что они делают? Здесь показывают непрямой массаж сердца, вообще как делать сердечную и легочную реанимацию. 30 раз непрямой массаж сердца и 2 раза вдох. А, сами ребята это делают, да? Да. Интересно, ребята? Да, А как тебя зовут? Стас. Стас. Ты первый раз здесь в музее или Да. уже был? Был. Был? А сейчас вот такая выставка, насколько тебе интересно? Классно. Классно? А в тех квестах участвовал, нет? Так, которые были до этого? Нет. Нет пока? Мы сегодня будем с классом. И что сейчас тебе, ты что посмотрел и что было интересно? Мне понравилось калашник разбирать. А сейчас ты будешь массаж сердца делать, да? Ну, попробую. Спасибо. Сейчас мы подойдем к главному из медицинского стимуляторного симуляционный центр практических навыков и медицинских виртуально-образовательных технологий медицинского института СФУ. Ты сказала, что ты в лесу. Ищи ветки, они есть. Они как суслик.
А вот что вы сейчас показываете? Мы показываем первую вообще помощь при переломах, кровотечениях и ожогах. А вот насколько детям это интересно? Все-таки серьезная тема. А это всем должно быть интересно, и взрослым, и детям, потому что если ты не можешь оказать помощь ближнему, ты же ближнего не спасешь, и его тогда врачи не смогут спасти. Тогда совет сразу нам скажите, кто нас смотрит, вот первая медицинская помощь при ожоге, к примеру. Первая медицинская помощь при ожоге небольшом, это всегда обработать, охладить под прохладной водой и укутать в сухую стерильную повязку и доехать до ближайшей больницы. А лед там, все остальное, Не надо, это слишком сильные охладители. Нам нужно охлаждать постепенно, так же как и согревать постепенно при отморожениях. То есть растирать снегом, вставать руки рядом с батареей, поближе к огню не надо. Одели изолирующие рукавички. А я помню, мне в детстве сливочным маслом это неправильно. Тоже неправильно. Вы создаете тогда парниковый эффект. Масло изолирует же выход тепла. С одной стороны, это правильно, логично. Тепло не выходит, и все хорошо. Но на самом деле вы тогда еще создаете условия для отслойки кожи. Какой бы вы все-таки совет дали нашим телезрителям, кто смотрит тут? Учите навыки первой медицинской помощи. Они вам обязательно пригодятся. Учите оказание сердечно-легочной реанимации. Почитайте и походите, даже поспрашивайте, как оказать помощь при переломе. Что надо делать в первую очередь? Кровотечение останавливать, накладывать шину на перелом. Что делать, если шины нету? Это все очень важно. Может быть, оно вам за жизнь ни разу не пригодится, и дай бог. А если оно вам пригодилось, вы хотя бы знаете, что делать, и вы сделаете уже правильно. Тогда скажите мне, при кровотечении что нужно делать в первую очередь? В первую очередь, это попытаться его остановить по помощи подручных средств. Если мы видим, что кровотечение более-менее фонтанирующее, то нам нужно наложить жгут выше места. А если это кровотечение просто из раны, попробовать остановить давящей повязкой. То есть наша задача найти то, чем мы придавим, ткань, марля, бинты, и плотно забинтовать. Если мы видим, что это фонтанирующий, как я уже говорил, мы должны наложить жгут выше места, но соблюдая основные правила. Не накладывать на голую кожу, накладывать на путь магистральных сосудов. То есть, допустим, предплечье парная кость, парные кости, голень парные кости. Значит, мы не накладываем на голени, на предплечье жгут, потому что артерия здесь проходит одна, еще одна проходит между костями голени. Значит, мы накладываем на уровень бедра и на уровень плеча. Обязательно записываем время, когда мы это сделали. Да хоть на лбу пострадавшего. Сразу будет видно врачам скорой помощи, что жгут наложили во столько. И соблюдаем правила. Зимой на полчаса, через полчаса ослабили, прижали пальцем, дали конечности восстановить свой цвет. Опять наложили с теми же правилами. На бедро то же самое, а летом на 1,5 часа. То есть, а насколько детям? Вот вам интересно, мне просто интересно, такие серьезные темы. Если сознание есть, А что тебе здесь стало так в интересно? первую очередь вместе с сознанием проверяешь наличие кровотечения. Нет. Да. Как Если кровотечение бинтовать, есть, налаживаешь жгут, помощь и что сделать. тебе надо дальше сделать? У именно? него перелом. Вот, держи жгут. Наложи по жгут. Бинтовать. Вот уметь. смотри, Правильно. первое, что ты делаешь при жгуте, ты убедился, что у тебя идет кровь, много крови. Спасибо. Первый Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Палеонтологическая выставка «Куда ушли мамонты?». Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Город Якутск, улица Ксенофонта Уткина, 5. Телефон 40 35 97.